Актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В трудное для страны время важным для россиян становится патриотизм. Воспитать это чувство у подрастающего поколения невозможно одномоментно. Свой весомый вклад в воспитание подрастающего поколения вносят общественные организации. Как поставлена такая работа в одной из таких организаций? Гость студии Александр Кузьмин, руководитель Якутского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Когда и с какой целью появилась ваша организация? Всероссийское движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе министра обороны России Сергея Кужугетовича Шойгу и при поддержке президента страны. Основная задача «Юнармии» — это воспитание здоровых, патриотически настроенных граждан Российской Федерации, чтобы каждый юнармеец свято верил в свое отечество, знал свою историю, гордился славными подвигами своих дедов и прадедов и понимал, к чему можно и нужно стремиться. Чем занимаются ваши воспитанники и сколько членов вашей организации? В настоящее время у нас в республике действует 183 юнармейских отрядов. В них занимается более 7 тысяч наших юнармейцев. И созданы местные штабы, скажем, местные отделения в 31 муниципальном образовании республики. Наше движение динамично развивается. Юнармейцы у нас активно принимают участие во всех ключевых мероприятиях, проводимых главным штабом Юнармии, Министерством обороны России, Министерством просвещения Российской Федерации и социальными партнерами, которые проводятся на территории республики. Все наши юнармейцы в этих мероприятиях принимают самое активное участие. Ну, если выделить, какие у нас наиболее такие крупные наши муниципальные районы, ну, из истории в 2016 году, когда впервые у нас создано, это Мегино-Кангаладские юнармейцы впервые вошли сразу в это движение, алданские юнармейцы у нас очень активно принимают участие, нюрнгринские юнармейцы, алекминские, Мирный с прошлого года очень хорошо принимает активное участие, и северные арктические районы у нас также принимают активное участие в наших мероприятиях. Какую работу проводите совместно с другими школами? Наше движение является организатором и соорганизаторами многих республиканских и региональных мероприятий. У нас тесно налажена система работы со школьниками, со школами. Мы проводим не только республиканские мероприятия с юнармейскими школьниками, детьми, да, но и проводим методическую работу с нашими руководителями юнармейских отрядов, то есть методическая подготовка наших кадров. Мы 2 раза в год проводим краткосрочные курсы повышения квалификации для наших руководителей юнармейских отрядов совместно с институтами развития образования. Проводим круглые столы, семинары, конференции для наших руководителей военно-патриотических клубов, этих юнармейских отрядов. За прошлый год мы проводили в целом 29 информационно-методических мероприятий. Из них это наши методические разработки печатной продукции, которые при поддержке Министерства образования, при поддержке Министерства по делам молодежи у нас издаются, вот, скажем так, в хорошем уровне. И наши юнармейцы в основном принимают, ну, в ходе занятий у них формируется активная гражданская позиция, у них развивается чувство ответственности, самостоятельности, они являются у нас в ходе занятий, формируется также самостоятельность, инициативность, и они занимают лидерские позиции. Какие мероприятия стали традиционными в вашей организации? Традиционно мы принимаем наших юнармейцев в ряды, то есть мы проводим это специально по сценарию, есть утвержденный сценарий для вступления каждого юнармейца. У нас данные мероприятия стали традиционными именно в днях воинской славы и по памятным датам. То есть 4 ноября, День единства народов, 12 декабря, 10 декабря,
Это День Героев, День Конституции. 23 февраля мы проводим массовое вступление юноармейцев в наше движение. И, конечно, мы проводим республиканские военно-спортивные игры с нашими социальными партнерами. Это военно-спортивные игры «Снежный барс», «Защитник Отечества», которые у нас проводятся ежегодно и являются региональными этапами всероссийских мероприятий. Также традиционными стали наши профильные лагеря. При поддержке Министерства образования у нас в Центре отдыха и оздоровления детей проводятся тематические лагеря. В настоящее время у нас с 7 по 20 апреля проводится лагерь, где приехали дети из Амгинского, Вилюйского, даже Булунского районов и школ города Якутска. И проводятся тематические слеты, мероприятия, встречаются с интересными людьми в настоящее время. И вот такие традиционные мероприятия у нас стали А если брать членов организации по соотношению, кого больше, мальчиков или девочек, и насколько больше девочек вступает вообще в вашу организацию? По соотношению, конечно, преобладает юноши, мальчики, но и девочки у нас активно принимают участие. Скажем так, даже у нас есть взвод девушек, юноармейцев наших районов. Мы видим, как они активно принимают участие. И в целом, если брать 7 тысяч это наших юноармейцев, то преобладает, конечно, юноши, где они занимаются в военно-патриотических клубах и юноармейских отрядах. Как объясняете своим подопечным то, что происходит на Украине? Наши подопечные, прежде всего, это школьники, это дети, и мы всегда в работе со школьниками всегда учим их, чтобы они хорошо учились, чтобы они были дисциплинированными, чтобы они всегда были на стороне правды, помогали своим младшим, примером для младших и гордостью своих родителей. И чтобы они стали настоящими патриотами и гражданами нашей большой России, чтобы преданность Родине — это уникальное качество, поэтому приоритетное направление в настоящее время — это патриотизм. Александр Николаевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем активного развития вашей организации. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.